На этой неделе была пара дней, когда народ в Фейсбуке после 9 вечера удивлялся, что-то соцсеть сегодня не блокировали. Хотя уже больше 2 лет, обычно в 9 вечера такие социальные сети, как Facebook, YouTube и Telegram, замирают. Они либо полностью блокируются на 1,5–2 часа, либо скорость интернета замедляется. Как известно, человек не животное, ко всему привыкает. Возмущение граждан Казахстана быстро прошло, и они приспособились к блокировкам, либо обходили их через VPN, либо занимались другими делами, вместо того, чтобы торчать в интернете. А когда ни с того ни с сего социальные сети в час назначенный вдруг оказывались доступны, начинали тревожиться, не случилось ли чего чрезвычайного. В январе этого года в сети появился сервис, позволяющий оценить, какие экономические потери несут целые государства из-за блокировки интернета вообще и социальных сетей в частности. Сервис показывает, что потери от часа блокировки Фейсбука в Казахстане составляют 40 169 533 тенге, или $106 308 по курсу. Откуда такие расходы? Один из основных инструментов продвижения сайтов. То есть сейчас пользователи заходят на интернет-ресурсы чаще не через главную страницу, а через ссылки, размещенные на корпоративных аккаунтах в соцсетях. Рекламодатели продают сайтам рекламу за определенное количество показов. Соответственно, блокировка соцсетей снижает трафик или посещаемость ресурса, и его владелец рискует не выполнить договорные обязательства перед заказчиком. Также страдают интернет-магазины, блогеры и вайнеры, весь бизнес которых сосредоточен в соцсетях. Я уж не говорю о деловой переписке, львиная доля которой идет через мессенджеры. Пользователи тоже несут прямые потери. Например, плата за пакет, в который входят интернет и кабельное телевидение, 5000 тенге в месяц. Но вне зависимости от того, для работы человек сидит в соцсетях или ради развлечения, он ежедневно теряет от 20 до 50% этой возможности. Иными словами, не получает часть услуг, которые заранее оплатил полностью, и фактически дарит мобильному или кабельному оператору 1–2 тысячи тенге в месяц. А поскольку оператор в блокировке не виноват, он от этих дармовых денег не отказывается и скидок не дает. Перемножьте эту сумму на миллионы клиентов, и вы поймете, что потери не выглядят такими уж завышенными. А теперь давайте посчитаем, сколько стоило казахстанской экономике и нашим кошелькам отключение одного только Фейсбука ежедневно в течение часа с середины декабря 2016 по конец марта 2019 года. 835 дней умножим на $106 308. Получается почти $90 миллионов. Если хотите добавить YouTube, смело умножайте на 2. Автор статьи журналист Вадим Борейко.